Всем привет, меня зовут Адель, и сегодня я разберу задачу по теме RLCZ в Alternative Current. Тема у нас записана, вы можете ее увидеть. Мы будем разбирать задачу, используя метод Computational Thinking и метод Prada. Метод Prada состоит из 4 этапов. Decomposition, здесь мы будем разбивать нашу задачу на части. Pattern Recognition, поиск закономерностей. Abstraction, упрощение системы. И алгоритм дизайн, построение самого решения. Главная цель этого подхода – это не просто получить численный ответ, а понять физическое поведение цепи. Давайте перейдем к условию задачи. Задачу я взяла с учебника. Здесь мы можем увидеть, что у нас есть две переменные ветви параллельные. В первой ветви находится резистор с сопротивлением 100 Ом и катушка индуктивностью 50 миллигенри. Во второй ветви находится резистор с 50 Ом и конденсатор емкостью 20 микрофарад. Также у нас есть источник, генератор, который создает напряжение 10 вольт РМС. Нужно определить ток, который создается при маленькой частоте, и ток, который создается при большой частоте. Давайте перейдем к решению. Как я говорила до этого, когда рассказывала про метод Prada, первый этап – это decomposition. Здесь мы будем разбивать нашу задачу, чтобы было легче ее решать. Мы разделим цепь на две независимые ветви. Мы, как говорили это во время озвучивания самой задачи, у нас есть две параллельные ветви. Вот эта ветвь левая и правая ветвь. Из-за того, что они параллельны, напряжение в цепи будет одинаковое, но ток будет различаться. Давайте сначала напишем наше наполнение. У нас будет две ветви. Первая ветвь, назовем ее левая ветвь, которая содержит в себе резистор R1 и катушку индуктивности L. И вторая ветвь, правая, которая содержит в себе также резистор R2 и конденсатор C. Как я говорила до этого, так как ветви лежат параллельно, они параллельные, из этого выходит, что напряжение на них одинаковое, V одинаковое, но ток будет отличаться. Главная идея самой задачи – это понять, как изменяется поведение каждой ветви при изменении частоты. Можем перейти ко второму этапу, он называется Pattern Recognition. Здесь мы будем искать какие-либо закономерности. В цепях переменного тока катушка и конденсатор ведут себя по-разному. Давайте сначала рассмотрим со стороны катушки. Катушка. Для катушки индуктивности сопротивление определяется формулой XL омега L. Мы также ее можем расписать как 2π FL. Здесь у нас F это герцы, а здесь омега это радиан, деленные на секунды. Но использовать мы будем первую часть с циклической частотой. Из этой формулы видно, что если частота будет увеличиваться, наша омега, индуктивное сопротивление тоже будет увеличиваться. Мы можем это записать. Если омега будет идти к нулю, то XL также будет идти к нулю. То есть катушка не будет никак сопротивляться току. А если омега будет идти к бесконечности, если значение омеги будет большое, то XL будет также стремиться к бесконечности. И здесь у нас будет ток блокироваться. Давайте это подпишем. Сопротивления нет. И блокируется. Давайте теперь посмотрим другой наш объект. Посмотрим на поведение конденсатора. Конденсатор.
Это у нас буковка С. Для конденсатора емкостное сопротивление можно найти по формуле XC равно омега, 1 разделить на омегу С. Мы можем ее также переписать как 2πf С. Но мы также будем использовать эту формулу с омегой, с угловой частотой, поскольку будем подставлять именно значение омеги. Из этой формулы видно противоположное поведение. Если частота увеличивается, емкостное сопротивление будет уменьшаться. То есть при высокой частоте конденсатор все легче пропускает ток. Давайте это также запишем. Если омега будет стремиться к нулю, то XC, наоборот, будет стремиться к бесконечности. А это значит, что конденсатор блокирует весь ток. И во втором варианте, если у нас омега будет стремиться к бесконечности, то XC, который мы находим, будет стремиться к нулю. Ток не блокируется. То есть здесь конденсатор будет выступать практически как провод. Хорошо будет пропускать ток. Таким образом, мы можем сделать вывод, что катушка не любит высокие частоты, а конденсатор не любит низкие частоты. Именно это является главным паттерном для данной задачи. Теперь мы можем перейти к третьему этапу. Это у нас abstraction. Здесь мы будем упрощать нашу систему. Вместо анализа полной цепи мы будем рассматривать два предельных случая отдельно. Как раз таки, как и было в условии задачи. Отдельно будем рассматривать буковку I, отдельно будем рассматривать буковку B. Для начала, первый случай – это случай А, когда частота очень маленькая. Маленькая омега. Здесь у нас катушка, а точнее индуктивное сопротивление, будет почти равно нулю. Будет равно нулю. Из-за чего наш ток будет хорошо проводиться. И катушка будет вести себя как провод. Не будет никаких разрывов с цепи. А второй случай – это конденсатор. Мы это берем как раз-таки из того, что находили ранее в pattern recognition. А как конденсатор, а точнее емкостное сопротивление XC, будет идти к бесконечности, из-за чего будет обрыв цепи. Это означает, что конденсатор будет практически разрывать цепь. Следовательно, правая ветвь, давайте вернемся к схеме, правая ветвь, где у нас находится конденсатор, вообще не будет проводить ток, поскольку конденсатор будет являться обрывом цепи. Ток будет проходить только через левую часть, через резистор и катушку. И получается, что наша схема будет упрощаться до источника питания, резистора и катушки. То есть только вот эта вот часть. Давайте рассмотрим второй случай. Когда частота, наоборот, очень большая. Здесь мы также берем катушку. А точнее XL. И в случае, если наша омега будет большой, XL будет стремиться к бесконечности. Что означает, что ток будет полностью блокироваться. А это у нас, опять же, разрыв цепи.
И конденсатор, а точнее XC, он у нас, наоборот, будет стремиться к нулю. То есть конденсатор будет себя вести почти как проводник, и никакого обрыва не будет. Пропускает. Ай. Здесь мы видим совершенно противоположную ситуацию, что левая часть у нас полностью не будет работать, поскольку катушка будет являться разрывом цепи, а правая часть будет спокойно пропускать ток. Поэтому мы убираем все, что у нас есть в левой части, и у нас остается только вот такая небольшая цепь с резистором, конденсатором и источником питания, генератором. Теперь, когда мы знаем поведение цепи, мы можем спокойно перейти к решению, а точнее к четвертому этапу. Алгоритм. Здесь мы будем проводить вычисления. Также будем их проводить раздельно, как мы рассчитывали в Decomposition. Случай А, когда у нас в цепи работает только левая часть, когда ток очень мал. Маленькая частота. После упрощения у нас останется только резистор 100 Ом. Используя закон Ома для действующих значения, мы будем использовать IRMS. Мы будем находить IRMS, поскольку по условию задачи нам дается VRMS. VRMS, деленное на R. Если мы поставим свои значения в эту формулу, то у нас будет 10 вольт разделить на 100 Ом. Здесь мы используем R1 на 100 Ом. И это будет равно 0,1 ампер. Все, это значение тока в цепи, когда угловая частота очень маленькая. Теперь можем перейти ко второму случаю, когда у нас частота очень большая. Здесь у нас также останется только резистор 50 Ом. Мы также давайте запишем формулу. IRMS будет равно VRMS, деленное на R. В этом случае уже мы используем R2. В таком случае мы делим 10 вольт на 50 Ом, и у нас получится 0,2 ампер. Все, у нас получилось два ответа. Если цепь маленькая, то если маленькая омега, то ток в цепи будет равен 0,1 ампер. Если значение омеги большая, то у нас в цепи будет ток равен 0,2 ампер. Полученные ответы показывают, как частота влияет на поведение цепи. В этой задаче я использовала метод Prado. Decomposition нам помог разделить схему на две ветви. Pattern Recognition позволил определить поведение катушки и конденсатора. Abstraction упростил анализ, а алгоритм дал окончательное значение тока. Главный вывод состоит в том, что поведение цепи переменного тока сильно зависит от частоты сигнала. Спасибо всем за внимание. Всем пока.